Уважаемые главы государств, дамы и господа, прежде всего выражаю искреннюю благодарность президенту Туркменистана, уважаемому Сердару Гурбангуловичу Бердымухамедову, за искреннее гостеприимство и радушие на священной туркменской земле. Братский Туркменистан отмечает поистине историческую дату – 30-летие постоянного нейтралитета. Мудрая политика постоянного нейтралитета снискала Туркменистану глобальный авторитет, стала поистине историческим достижением страны, ярким символом ее приверженности идеалам мира и справедливости. Эта политика внесла весомый вклад в стабильность и устойчивое развитие на обширной территории Евразийского континента. Проведение столь представительного форума подтверждает особую роль Туркменистана в процессе укрепления международного доверия и сотрудничества. Уверен, высказанные в ходе данного высокого собрания соображения и предложения вновь продемонстрируют большое позитивное значение нейтралитета в 21 веке. Отдельно хочу отметить историческую роль уважаемого Аркадага Гурбангулы Маликгулиевича Бердымухамедова. Благодаря ему Туркменистан получил признание в мировом сообществе как инициатор полезных начинаний международного масштаба и значения. Позитивный нейтралитет Туркменистана органично вписывается в многовековые культурные и духовные традиции туркменского народа. Как говорил основоположник туркменской классической литературы, выдающийся мыслитель Махтумгулиев Раги: где есть мир, там крепнет государство, где есть справедливость, там растет доверие. Идея великого гуманиста Махтумкули, по сути, представляет собой уникальную мировоззренческую концепцию, актуальность которой в текущих сложных международных реалиях не вызывает сомнения. Основополагающие ценности мира, согласия, человеческого достоинства нашли свое воплощение во внутренней и внешней политике туркменского государства. В этом плане особое значение имеет поддержанная Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций инициатива Туркменистана о провозглашении Международного года мира и доверия. Казахстан поддержал эту важную резолюцию, поскольку мир и доверие – это фундаментальная основа и нашей внешнеполитической стратегии. Мы проводим миролюбивую, сбалансированную дипломатию, стремимся к конструктивному диалогу, содействуем укреплению глобальной и региональной безопасности. Уважаемые участники форума, несмотря на успехи в разрешении отдельных конфликтов, в целом ситуация в мире остается крайне напряженной. В дефиците оказались такие критически важные факторы, как взаимное доверие, толерантность, понимание важности мира и сотрудничества для устойчивого развития. Здесь также с большим сожалением следует отметить эрозию международного права, подмену его некими правилами и, конечно, снижение авторитета и эффективности многосторонних институтов, в первую очередь Организации Объединенных Наций. Без восстановления стратегического баланса, строительства справедливого миропорядка, международная стабильность и безопасность могут остаться только в качестве фигуры речи и доброго пожелания в переговорах и резолюциях многосторонних форумов. Поэтому Казахстан выступает за реформу Организации Объединенных Наций, включая расширение состава Совета Безопасности и укрепление роли Генеральной Ассамблеи. В рамках 80-й сессии Генассамблеи мною было предложено создать группу единомышленников для подготовки конкретных предложений по реформированию системы ООН. В то же время крайне важно, чтобы все крупные державы проявили политическую волю, призвали государства-члены Организации Объединенных Наций приступить к масштабному диалогу, проявить стратегическую сдержанность, готовность к достижению непростых компромиссов. Казахстан поддерживает инициативу, высказанную сегодня главой туркменского государства относительно создания университета ООН, мира и нейтралитета. Теперь уже ясно, что справедливый и устойчивый миропорядок станут реальностью только тогда, когда будут отвергнуты нарративы о неизбежной глобальной конфронтации и даже ядерной войны,
а на смену милитаристской риторике придет лексика мира, доверия, сотрудничества. В этой связи Казахстан приветствует активизацию переговорного процесса по украинскому конфликту. После встречи президентов России и Соединенных Штатов Америки в Анкоридже активно обсуждаются основные положения пакта о мире, что говорит о появлении возможности достижения долгожданного мира. Приветствуем подписание мирного соглашения и по ситуации на Ближнем Востоке. Решение Казахстана присоединиться к Авраамским соглашениям продиктовано стремлением внести посильный вклад в стабилизацию ситуации в этом регионе. При этом Казахстан выступает за создание суверенного палестинского государства как важнейшего фактора урегулирования этого поистине затяжного военно-политического кризиса. На наш взгляд, историческое значение имеет подписание Азербайджаном и Арменией совместной декларации о мире, что открывает широкие перспективы разностороннего сотрудничества в данном регионе и за его пределами. Надеемся на скорейшее заключение полноформатного мирного договора, гарантирующего стабильность на Южном Кавказе. С целью обеспечения региональной безопасности считаем необходимым продолжить оказание помощи Афганистану, в том числе путем консолидации международных усилий для решения сложных гуманитарных проблем и восстановления этой страны. Важной платформой для координации сотрудничества в данном направлении призван стать созданный в Алма-Ате региональный центр ООН по целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана. Активную роль в укреплении стабильности и безопасности играет совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Данный форум показал свою политическую востребованность. Благодарим наших друзей за поддержку деятельности этого форума, включая преобразование СММДА в полноценный международный институт. Особое внимание Казахстан уделяет укреплению межрелигиозного, межэтнического, межкультурного диалога. И в нашей стране более 2 десятилетий проводятся съезды лидеров мировых и традиционных религий. На недавнем 8-м съезде в Астане Казахстан выступил с инициативой, получившей название «Движение за мир». Это, по сути, призыв к прекращению военного насилия, поиску мирных решений в духе коллективной ответственности перед будущими поколениями. Казахстан будет принимать самое активное участие в деятельности ШОС, авторитетной и успешной евразийской организации с многоплановой, конструктивной повесткой дня, включающей в себя вопросы безопасности и мер доверия. Ключевое условие глобального прогресса и стабильности – это устойчивое социально-экономическое развитие. Мировая экономика вследствие роста геополитической напряженности, международных санкций, нарушения цепочек торговых поставок, технологической конкуренции и множества других факторов столкнулась с самыми серьезными испытаниями. Глобальная экономика замедляется. К счастью, Центральную Азию стагнация обходит стороной. Все страны региона демонстрируют достаточно уверенный рост. Например, экономический рост Казахстана в этом году превысит 6%. Внутренний валовый продукт перейдет отметку $300 миллиардов. В расчете на душу населения это больше 15 тысяч долларов. В условиях международной напряженности многократно возрастает важность транзитной связанности, надежных транспортных маршрутов, современных цифровых решений, способных обеспечить непрерывность торговли и ее предсказуемость. В этом плане государства Центральной Азии подают достойный пример активного, конструктивного регионального сотрудничества, чему в определяющей степени способствуют регулярные встречи руководителей центральноазиатских стран в рамках консультативного совета. Нам удается расширять номенклатуру взаимной торговли, развивать промышленную кооперацию, улучшать деловой климат, и это, безусловно, содействует позитивной динамике экономического роста в регионе, созданию благоприятной среды для долгосрочных проектов и инвестиций. Наши страны активно наращивают свой транзитно-транспортный потенциал, который призван укрепить взаимосвязанность между Востоком и Западом, Севером и Югом. Казахстан придает должное значение развитию транскаспийского международного транспортного маршрута, модернизирует железнодорожную, портовую и автомобильную инфраструктуру с целью создания бесшовной транспортной системы. Активно участвуем в разработке комплексной стратегии развития транспортной системы Центральной Азии с целью формирования устойчивых логистических маршрутов.
Совместными усилиями мы в конечном счете сможем на взаимовыгодных условиях сформировать современную транспортно-логистическую архитектуру всей Евразии в тесном сотрудничестве с Россией, Китаем, Ираном, Турцией, Азербайджаном, Арменией, Грузией и другими заинтересованными странами. Считаю, что особого внимания требует обеспечение водной безопасности. В условиях нарастающего дефицита воды, ее сохранение и рациональное использование уже стали стратегическим, можно сказать, жизненно важным приоритетом для нашей страны и, полагаю, для других государств региона. Безотлагательных решений и мер требуют проблемы трансграничного водопользования, экологическое состояние Аральского и Каспийского морей. На наш взгляд, совместными усилиями на основе взаимных компромиссов можно было бы усилить эффективность Международного фонда спасения Арала. Этому способствовало бы приглашение России стать участником фонда в качестве наблюдателя. Что касается Каспия, то при нынешних темпах обмеления этот опасный процесс может стать необратимым, что неминуемо вызовет цепную реакцию экологических, социально-экономических и даже политических последствий. Казахстан выступил с инициативой разработки специальной межгосударственной программы, направленной на предотвращение разрушения экосистемы и обмеления Каспия. Призываем все мировое сообщество поддержать наши усилия по сохранению. На мой взгляд, водная дипломатия требует тесной межгосударственной координации. Существующие международные институты, как правило, действуют разрозненно в пределах узких мандатов, что не соответствует масштабу нарастающих водных проблем. В системе ООН нет специализированной структуры, сфокусированной исключительно на водных вопросах. Поэтому Казахстан предлагает создать международную водную организацию, которая могла бы консолидировать все существующие мандаты различных организаций ООН. Оптимальным вариантом может стать преобразование межведомственного механизма UN Water в полноценное специализированное агентство или организацию ООН. Реализация такой инициативы полностью соответствует целям устойчивого развития ООН и, конечно, отвечает интересам всего международного сообщества. В апреле следующего года в Астане состоится региональный экологический саммит, на котором Казахстан намерен запустить процесс международных консультаций по созданию глобальной водной организации. Уверен, благодаря общей политической воле, критически важные вопросы водной повестки начнут решаться на системной основе, а не фрагментарно, как это происходит сейчас. Высказанные мною соображения и предложения созвучны идеям, которые выдвигаются и будут выдвигаться в рамках данного высокого собрания, и мерам, которые уже предпринимаются отдельными государствами для обеспечения международной безопасности и снижения напряженности в мире. Убежден, Ашхабадский форум будет способствовать укреплению созидательного партнерства заинтересованных государств, придаст сильный импульс международным усилиям по построению справедливого миропорядка на основе взаимного доверия. Желаю братскому туркменскому народу дальнейших успехов в своем развитии и новых достижений на международной арене. Спасибо вам за внимание.